Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день на Якутия-24. НВК Саха. С вами Руслан Ачиров и Вероника Тамтосова. Давайте прямо сейчас узнаем, что мы сегодня для вас подготовили. По всей стране продолжает свою работу всероссийская благотворительная акция «Елка желаний». Уже многие детишки получили свои подарки, а кто-то их еще ждет. Так что у каждого из вас есть шанс исполнить мечту юного россиянина. Сегодня мы вам покажем материал, кому глава государства исполнил желание и кто еще получил новогодние подарки от первых лиц страны. И говоря о «Елке желаний», у нас сегодня в гостях будет Самат Шамуратов, куратор этого проекта по региону. А поговорим мы с ним о том, как проходит эта акция и кто может в ней принять участие. Ну, на самом деле у нас сегодня много всего интересного, но «Елка желаний» — это отдельная тема, это всегда потрясающе, быть волшебником — это очень поительно. Мне кажется, каждый, если есть возможность, должен попробовать себя почувствовать в этой роли. Ну, а также мы сегодня вам расскажем о пользе сна, нужно ли спать днем и сколько, как это влияет на здоровье, если продолжительность сна большая, то есть если у вас какие-то признаки заболеваний, поэтому не переключайтесь, обязательно будьте с нами. Будут наши постоянные рубрики, расскажем в том числе, куда можно сходить в кино и что интересного посмотреть. Ну а самым активным мы подарим билеты в кинотеатр «Центральный». Что для этого нужно? Нужно быть подписчиком нашего телеграм-канала «Утро Якутии». QR-код вы видите прямо на экранах. Переходите по ссылке, подписывайтесь, будете в курсе всех последних новостей. Вопрос мы обязательно там продублируем. Нужно дать полный правильный ответ. Именно такому счастливчику мы подарим вот такие замечательные билеты в кинотеатр «Центральный». Ну, утро начинается всегда очень морозно, интересно. Я, кстати, мороз не почувствовала, я всегда на машинке быстренько. А ты сегодня прошелся пешком, посмотрел наш любимый город? Да, я сейчас прохожу еще вот как курс реабилитации, то есть расхаживаю свою ногу. Вот. Но сегодня показалось, что морозно, да, но тумана меньше, чем было вчера. И почему-то показалось, что машин на дорогах, несмотря на очень ранний час, гораздо больше, чем было вчера. Ну, то есть к середине, получается, дня наши дорогие горожане все-таки просыпаются. Ну, а прямо сейчас мы вам расскажем, какая же погода за окном, чтобы вы успели подобрать гардероб. Дорогие родители, говорим, что сегодня у нас актированный день в городе Якутске для обучающих с 1 по 8 класс. Будьте внимательны. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 46 градусов. Ветер 1 метр в секунду, преимущественно без осадков, туман. Ну, достаточно неплохая погода, как говорит Руслан, это уже радует. Ну, а в республике, на западе, на юге республики небольшой снег. В центре местами морозные туманы. На арктическом побережье порывы до 9-14 метров в секунду. В Анабарском, Булунском районах местами порывы от 18 до 23 метров в секунду, поземки, метели. Температура воздуха в республике в целом составит минус 43, минус 48 градусов. В низинах на северо-востоке минус 49, минус 54. Ночью и днем на западе минус 30, минус 35 градусов. На юго-западе 24-29 ниже 0. Днем в городе Якутске температура будет 43-45 градусов мороза. Также, друзья, мы напоминаем, что сегодня актированный день для учащихся с 1 по 8 классы. Ну а сейчас мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. Около 8 миллиардов рублей на поддержку фермерских хозяйств будет направлено в России в этом году. В регионах станут самостоятельно определять сферы деятельности для возмещения кооперативам части понесенных затрат. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, подписанным постановлением уточняется порядок предоставления денег. Глава Кабмина обратил внимание на то, что в перечень приоритетных сфер деятельности теперь добавлено приобретение ягод у личных подсобных хозяйств. Он отметил, что для тех, кто трудится в Сибири, доступнее станет агропромышленная техника. Оборудование, компенсация ее стоимости увеличена до 60%. Также уточняется, что при этом общий объем таких выплат не должен превышать 10 миллионов рублей.
Стоимость программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи жителям республики на этот год составляет более 76 миллиардов рублей. Вместе с тем отмечается, что в 2025 году на эти цели предусмотрят около 78 миллиардов рублей, а в 2026 году 82 миллиарда. Благодаря национальному проекту здравоохранения медицина в Якутии проходит масштабную трансформацию. За последние годы в республике ввели рекордное количество объектов, включая перинатальный и кардиососудистые центры, 3 центральные районные больницы, более 80 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью стали ключевыми задачами при формировании плана основных мероприятий по проведению в России Года семьи. Правительство утвердило план основных мероприятий по проведению Года семьи. Он состоит из нескольких блоков. Первый блок включает чествование родителей, награжденных различными званиями, торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности и ряд других мероприятий. Второй блок касается мероприятий по совершенствованию положения семей с детьми. Открыть Год семьи планируется Всероссийским семейным форумом «Родные и любимые». Он будет проходить на выставке «Россия» на ВДНХ с 19 января. В усиленном режиме вели работу сотрудники госавтоинспекции по Нерюнгринскому району во время новогодних праздников. За эти дни было зарегистрировано 5 ДТП, 2 из них в городе и 3 на ФАТ «Лена». 8 января при столкновении грузового автомобиля с автобусом, перевозившего рабочих, в больницу были доставлены 14 человек. 2 из них получили ранения и в настоящее время госпитализированы и проходят лечение. Проводится проверка, по результатам которой прокуратура даст оценку причинам происшествия и соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Всего за первую неделю Нового года отдельным взводом ГАИ выявлено 145 административных правонарушений. Среди них управление в состоянии алкогольного опьянения и управление без необходимых для этого документов. Также за управление транспортным средством без ремня безопасности выявлено 26 административных правонарушений, 6 выявлено нарушений правил перевозки детей, 7 выявлено нарушений правил пешеходами перехода проезжей части через проезжую часть. На специализированную стоянку поставлено 2 транспортных средства. Якутия участвует в голосовании на лучшую экспозицию выставки «Россия». Голосование за экспозиции регионов страны на выставке «Россия» в Москве проходит по 11 номинациям, включая голосование за титул «Лучшая из лучших». В этой номинации Якутия 6-я, набрав 2177 баллов. Кроме того, сообщается, что в новогодние каникулы стенд республики ежедневно посещало около 16 тысяч посетителей, для которых проводили мастер-классы, викторины и экскурсии. Определились лауреаты премии Союза журналистов Якутии 2023 года. Лучшим интернет-изданием года стал портал «Улус Медиа». Обладателем главной премии «Золотое перо» стала Анисия Иевлева, ведущий библиограф Национальной библиотеки республики. Премию «Золотой микрофон» присвоили Алексею Семенову, ведущему информационных программ «Саха-Серия Якутия», дирекции телеканала «Якутия-24», компании НВК «Саха». В номинации «Дебют года» отмечена Саина Титова, корреспондент ЕСИА. Виктория Сергеева, заместитель главного редактора ЕСИА, стала обладателем номинации «Дизайн года». Доброе утро всем, кто к нам присоединился. Вероника, почему ты читаешь газету? Да слушай, вот решила возобновить привычку читать последние новости. И вот поняла, что газеты — это так интересно. Вообще запах печати что-то навевает такое утреннее, и сразу вспоминаются лучшие кинофильмы. А ты последнюю периодику не читал? Ну, я сейчас уже полностью перешел на электронные средства массовой информации. Но они же не пахнут печатью, как так можно? Где ощущение, вот знаешь, английского завтрака? Ламповости, да, действительно. Но, кстати, уже в эту субботу в стране будут отмечать свой профессиональный праздник работники печати. Этот день является важным днем для редакторов, журналистов, издателей, публицистов, корректоров и всех, кто в той или иной степени связан с печатью. В День российской печати в 2024 году не обойтись без традиционных поздравлений руководителям издательств и их подчиненных, которые изо дня в день трудятся не только издавая печатные версии журналов и газет, но и развивая цифровые аналоги, которые в настоящее время уже превосходят печатную продукцию. По всей стране проводятся торжественные мероприятия, концерты, конференции и семинары с выступлениями спикеров и приглашенных гостей. Ну а в преддверии сегодняшнего праздника мы пригласили нашу коллегу, члена Союза журналистов России Эмилию Алиеву. Доброе утро.
Самого доброго утра. Мы очень рады тебя видеть и в лице тебя поздравить всех коллег с Взаимно. наступающим праздником. Спасибо большое. Ну, праздник называется День российской печати, но так или иначе в этот день отмечают по сложившейся доброй традиции абсолютно всех, кто работает либо на сайтах, либо на ТВ. Поэтому я считаю, что это наш общий праздник. Вот. И очень приятно утро начинать такой прекрасной, доброй, очень доброй компанией. Взаимно. Взаимно, безусловно. Ну, мы давно знакомы, но начала вспоминать, когда готовилась к эфиру, что, оказывается, много из твоей биографии не знаю. И решила спросить, как же ты пришла в профессию? Ну, мне кажется, как раз-таки, наоборот, кажется, что как только я связала жизнь с журналистикой, мне кажется, жизнь стала как на ладони. А вообще, первые шаги я делала в школе. Моя первая заметка, наверное, вышла в 7 или 8 классе, я сейчас точно не помню. То есть на сегодняшний день я уже в СМИ работаю более 25 лет, и даже как-то страшно говорить такие цифры большие. Четверть века. Да, четверть века, и неужели это ко мне относится? Но на самом деле это все результат хорошей работы. Тут я должна сказать родной 31-й школе огромную благодарность и спасибо, потому что в порядке эксперимента у нас был курс по журналистике. Тогда его руководителем, ну и первым нашим основным была Марина Малиева, тоже известная в свое время телеведущая, наша коллега, да. И вот Марина, я считаю, что это тот человек, который меня вел в профессию. То есть сначала это были заметки в молодую прессу, тогда газету, которая издавалась и которую целиком и полностью писали школьники, студенты начальных первых курсов. А далее уже... Что было далее? А далее были другие газеты. Ну и самый главный опыт такой, мне кажется, фундаментальный мой, появился ровно в той газете, которую Вероника читала в начале выпуска. Ну вот открывают все секреты. Да. Но кто не знает, читала Якутск вечерний. Теперь этот секрет раскрыт. Вот. Ну и после у меня был опыт работы на радио, в общем-то, где мы с Вероникой познакомились. Потом был свой телепроект, было, ну вот, в общем, можно сказать, что на сегодняшний день я поработала во всех сферах медиа, да, то есть и сотрудничество с информационными сайтами было. Поэтому, ну, считаю, что, наверное, да, я состоялась действительно в профессии, и я считаю, что это самая лучшая профессия. Ну а самое интересное из твоей творческой деятельности в профессии, может быть, что-то тебе особенно запомнилось по каким-то личным причинам? Вот как раз я работала тогда в газете, это тоже вот зимний период был, я в тот день поняла, что я домой вернулась где-то в 3 часа ночи, потому что вот начался у меня день где-то с 7, наверное, утра, ну, пока на работу доехать, да, а закончился где-то в 3 часа ночи. И за этот день мой день начался с интервью с режиссером в Русском театре. Затем в обед, наверное, у меня была встреча с одним из духовных лидеров республики, у которого надо было лично взять ответы для рубрики «Вопросы веры», которые поступили в редакцию от читателей. А вечером у меня была какая-то страшная встреча с участниками перестрелки там, с одной из группировок. Дело в том, что у моей коллеги, которая отвечала за рубрику «Криминал», была официальная версия от полиции, ну, на тот момент милиция была, да, а нам нужно было узнать информацию, которую как бы из уст участников. Из первых уст. Вот. И меня пригласили в вечернее время в клуб вот эти товарищи. Вот. Это, наверное, со стороны очень странно наблюдалось. Вот эти вот все ребята, которые там начали рассказывать вот эти все подробности, хотя не сразу, конечно. Но в итоге, да, пока вот это все отписала, я закончила где-то в 3 часа ночи. Я пришла безумно домой, уставшая вернулась, но тогда я поняла, что у меня, наверное, самая лучшая профессия, потому что за один день с представителями культуры, с представителями духовности и прополировать этот день встречи с какими-то полукриминальными ребятами, такое, мне кажется, не даст ни одна профессия в мире. Действительно. А скажи, как думаешь, вот журналистом может стать любой человек? Но Да. если нет, то да? Или какие Нет. качества вот именно нужны, Ну, для того, чтобы стать журналистом? Я думаю, что прежде всего обязательно нужно любить общаться, быть жадным до информации. И еще самое главное, ну, наверное, стремиться, ну, жить в таком желании
получать первую информацию как бы из первых уст. Вот. И что касается того, каждый ли может или нет, я думаю, что может, вода камень точит, поэтому человек, который даже если не умеет писать, он в любом случае научится писать, потому что я тоже когда-то не умела писать, да, скажем так. И хотела вспомнить пример. У нас есть в Якутии классический классный пример, редактор газеты «Якутия» Владимир Федоров, который был по образованию, ну и есть, он сейчас работает уже в столице России, по образованию геолог, но при этом он редактировал прекрасную газету и параллельно еще издавал художественную литературу. Вот. Поэтому я думаю, что главное желание, остальное все приложится. Ну а в современной действительности, с учетом развития новых технологий, какими качествами еще должен обладать современный журналист? Он не должен быть ленивым, оперативным, потому что кто-то по классике, вот я ваш диалог наблюдала в начале, вы прям вот представители нашего общества. Кто-то за классику, кто-то любит читать, пошуршать и аромат печати, или книги, или газеты услышать, да, а кто-то полистать телефон и услышать, и узнать новости из социальных сетей. Но все-таки, как сказал мой когда-то одноклассник Данил Николаев, в социальных сетях или там на страницу у себя где-то любой школьник может что-то написать, а газета — это уже совсем другой уровень. Самое главное, по закону совсем другая ответственность. Да? Вот Вероника, как юрист, я думаю, тут меня поймет. Ну, там у нас есть одно сейчас дело в производстве как раз городского суда, где я являюсь представителем. Вот, и, открою секрет, тоже обсуждаем именно печать, что же напечатали в газете, правда, в электронном издании. Ну, посмотрим, чем дело кончится. Может быть, как-нибудь расскажу. Желаю победы электронному изданию в день праздника. Сказать. Мы надеемся на справедливость суда. Пусть будет так, пусть будет. Но, конечно, кто-то читает газеты, но все-таки в электронных СМИ формат социальных сетей, он не позволяет написать большой, хороший, качественный материал. Либо это расследование, либо это хорошее какое-то большое интервью. Это все, мне кажется, только в газете. Ну и вот факты проверенные. Газета все-таки дает возможность сегодня, люфт времени дает для того, чтобы развились события и получить официальные комментарии. Даже больше скажу, то есть люди сейчас, используя соцсети, привыкли к таким микростатьям, да, то есть буквально там пару абзацев и все. То есть там, если человек открывает статья огромная, то он даже читать, наверное, не будет. Ну, это ускорение времени, да. В самолете, говорю, в Экономим, телефоне. экономим время, быстро-быстро там просмотрели основные факты. И Да. все, конечно, газету так читать не получается. Но надеюсь, это не скажется на любви к чтению вообще, в принципе. Хотя вот библиотека Пушкина уверяет, что все в норме. Скажи, пожалуйста, если бы завтра, вот, по мгновению волшебной палочки, тебе сказали, вот ты завтра родишься в другой профессии, что бы ты выбрала? Я думаю, что это, скорее всего, была бы все равно творческая профессия, безусловно. Скорее всего, это, наверное, Ну, вот скажи. рядом актриса. Дело в том, что когда я была маленькая, и когда всех детей в садике, я точно помню, спрашивали, кем ты хочешь стать, всех там кто-то врачом, кто-то продавцом, очень была модная профессия продавец в магазине, я помню, все хотели, кажется. Я почему-то говорила, что хочу быть оперной певицей. Вот, кстати, благодаря своей профессии журналистики я приняла участие когда-то в проекте телеканала НВК «Саха. 2 звезды», и тогда я вместе с солисткой театра оперы и балета Зинаидой Колодезниковой мы исполнили с ней арию. Поэтому немножко прикоснулась к этой своей мечте, и мне показалось, что, в принципе, если бы я стала оперной певицей, а данные позволяют, то я думаю, что тоже добилась бы каких-нибудь там результатов. Ну, может вообще, быть. думаю, что ты бы везде добилась результатов. Мы Спасибо. даже в этом не Человек успешен во сомневаемся. Да, всем. успешен во Да, всем. поэтому, наверное, это была бы все-таки творческая профессия, но журналисты — это отдельная категория прекрасных, уникальных людей, неравнодушных к чужим проблемам, к чужим вопросам, которые всегда в любое время готовы прийти на помощь. Поэтому я хотела бы очень поздравить моих коллег и пожелать крепкого здоровья и терпения в нелегком труде. Мы также поздравляем с наступающим праздником. Огромное спасибо, что ты с утра к нам заглянула, как солнышко. Желаем дальнейших творческих успехов, ну и до новых встреч. Спасибо большое. Спасибо. Взаимно. Спасибо.
Ну а мы продолжаем. И знаете ли вы, что в 1940 году в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова прошла премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Это была первая постановка балета на территории Советского Союза, так как премьера его прошла 30 декабря 1938 года в Чехословакии. А какие еще даты отмечаются на календаре сегодня? Давайте прямо сейчас узнаем из нашей рубрики. На календаре 11 января. В этот день отмечают Международный день «Спасибо». День заповедников и национальных парков России. По народному календарю «Страшный день». Он получил такое название, потому что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Если дует северный ветер, а облаков на небе нет, то скоро начнутся морозы. События в этот день. На территории России создан первый заповедник Баргузинский. Совнарком принял декрет о введении продразверстки – системы заготовки сельхозпродуктов, заключавшейся в обязательной сдаче крестьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и других продуктов сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды. В Ленинграде в этот день состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Руководством Советского Союза принято решение о создании космодрома Плесецк. 11 января в Советском Союзе создан Центр подготовки космонавтов. В этот день родились Рейнгольд Глиер, советский композитор, дирижер, педагог, народный артист Советского Союза. Владимир Венгеров, советский киносценарист, режиссер, народный артист РСФСР. Георгий Тараторкин, советский российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Виктория Платова, российская писательница, автор детективных романов. И Константин Хабенский, российский актер, режиссер, общественный деятель, народный артист России. Именины сегодня у Натальи, Евдокии, Вениамина, Георгия, Марка, Фаддея, Ивана, Варвары и Анны. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения и долгожданный момент. Дорогие телезрители, прямо сейчас у вас есть уникальная возможность стать обладателями 2 пригласительных билетов в кинотеатр «Центральный», чтобы сходить в кино. А для этого нужно ответить правильно на наш вопрос, быть подписанным на наш телеграм-канал. По QR-коду вы можете перейти прямо сейчас, подписаться, чтобы быть в курсе последних новостей и, конечно, использовать свою возможность. А вопрос у нас следующий. Да, вопрос звучит сегодня таким образом. В каком городе родился Иисус Христос? В каком городе родился Христос? Сейчас вопрос мы продублировали уже в нашем телеграм-канале, и ответы принимаются прямо там. Самый первый и правильно ответивший... Самый полный. Самый полный и правильно ответивший участник у нас получит 2 пригласительных в кинотеатр «Центральный». Ну а мы продолжаем затрагивать тему новогодних выходных и о том, как же привести себя в порядок после них. Вчера у нас была в гостях психотерапевт, которая рассказала, как же быстро прийти в рабочее состояние и не унывать при исполнении своих трудовых обязанностей. Ну а сегодня мы хотели бы показать вам опрос наших коллег из алмазной столицы, как привести себя в нормальное состояние после длинных новогодних каникул. Оливье и селедка под шубой позади, впереди рабочая неделя, хоть и не полная. Наверняка за новогодние праздники многие нарушили привычный темп жизни. Мы решили узнать у мернинцев, как они восстанавливаются после Нового года. Чем занимались в праздники? Работал. То есть вы, режим в новогодние праздники не нарушали, вам сейчас нормально, да, на работе? Конечно, у нас обслуживающая организация. Вот наблюдали, чтобы елка горела, горка горела, чтобы все освещение города бы горело. Светофоры в том числе работали. Дома с семьей. Классно. Ходили в гости, навестили родителей. Друзей поздравили. За новогодние праздники нарушили свой режим? Вот как вам сейчас утром вставать? Тяжело, не тяжело? Да нет, не тяжело, я в отпуске. Как восстановиться после новогодних праздников? Меньше пить тогда. Ага. Все. Все? Да, Ну а как, может пораньше ложиться, не знаю, там питание как-то? Спортом идите, занимайтесь. На работу выходите, и все будет нормально. Сразу с 1 января выходите на работу. То есть вообще не отдыхать лучше, да? Да. 2 дня отдыхали, 1-2 получается. Ну и работаем. Ну и там по день выходной. Ну, вы сейчас после праздников нормально вошли в рабочий режим, да? Ну, а в чем секрет? Деньги.
Ничего не надо. Дальше работать. А вы все 10 дней отдыхали? Работали. Работали. Да. То есть вы считаете, что лучше вообще не отдыхать? Да. Правильно. Не надо отдыхать, надо работать. Работать надо. Движение – это жизнь. Как показал опрос, чтобы восстановить режим, нужно просто не отдыхать, а выходить на работу. Ну, если вас действительно волнует, как восстановиться после новогодних праздников, то постарайтесь вовремя ложиться спать и наладить свое питание. Ну что, вот такие вот способы восстановления у жителей города Мирного. Я думаю, в целом они совпадают и с мнением остальных наших жителей, зрителей. Ну, думаю, да. Вероника, а как ты восстанавливаешь после новогодних Ну, праздников? на самом деле это очень сложно, потому что основная моя проблема это даже не переедание, не режим питания, с этим как раз все в порядке. У меня основная проблема это режим сна, потому что я вообще сова, люблю посидеть за компьютером, что-нибудь попечатать, как все юристы до самого поздна, вот, то есть посмотреть документы, что-нибудь почитать, какую-нибудь практику поискать, но получается, что сейчас нужно ложиться рано, и это самая большая проблема, поэтому всем, у кого такая же проблема, рекомендую все-таки пересилить себя, не ложиться спать и ждать нужного часа, хотя бы 9 часов вечера, и так постепенно вы войдете в режим. Да, самое сложное это входить в режим. Да, это самое сложное. Между тем, сомнолог рассказал нам, кстати, вот это касается специалиста, признаком каких болезней может быть сонливость. Долгий сон может быть не только благом, но и поводом задуматься о состоянии здоровья, отметил сомнолог Александр Калинкин. Если человек часто спит по 10 и более часов, это может быть сигналом о нарушениях, происходящих в организме. По его словам, потребность в долгом сне может свидетельствовать о развитии сердечно-сосудистых или воспалительных заболеваний, а также сахарного диабета второго типа. Кроме того, как он утверждает, желание поспать подольше возникает у людей, страдающих апноэ, остановкой дыхания во сне. При этом специалист уточнил, что человек не должен беспокоиться из-за долгого сна в тех ситуациях, когда он хочет выспаться в выходные, если в рабочие дни он спит меньше 7 часов. Считается, что за последние 100 лет продолжительность сна у людей сократилась с 8 до 6 часов, а в некоторых мегаполисах она составляет менее 6 часов в сутки. Поэтому накапливается хроническое недосыпание, добавил эксперт. Калинкин также порекомендовал после Нового года попробовать восстановить режим сна. Если не нормализовать его, тогда после праздников человек выйдет на работу в состоянии недосыпа. Сомнолог уточнил, что нужно спать только в ночное время, а не пересыпать в утренние и дневные часы. Также специалист напомнил, что нормальная продолжительность сна составляет 7-9 часов, а максимум не должен превышать 10 часов в сутки. Ну, в общем, наши рекомендации совпадают, да, я смотрю, что получается, нужно спать нормальное количество часов, несмотря на то, что праздники, конечно, отразились на нашем режиме. Ну, я думаю, да, счастливым человеком можно себя назвать, если можно поспать часов 10, да, в сутки. Ну, в нашу рабочую неделю хорошо, если мы 5 спим, это уже здорово. Но главное, чтобы быть бодрым, активным, и, правда, можно отоспаться на выходные. Да. Ну, а названо точное время, необходимое для сна в течение дня. Оно может улучшить память и уменьшить усталость. Так, по статистике, каждый 5-й взрослый человек включает в свой распорядок дня дремоту продолжительностью 20-30 минут. По словам директора программы исследований сна и здоровья Аризонского университета в Тусоне Майкла Грендера, это время отдыха нужно использовать не для того, чтобы наверстать часы сна, упущенные ночью. Эксперт рассказал, какое количество отдыха нужно человеку днем и о чем может говорить сонливость. Майкл Грендер не советует пытаться доспать днем в то время, которое не хватило ночью. Он подчеркивает, что если человек просто не может бодрствовать, вероятно, у него либо плохое качество сна, либо имеются скрытые проблемы со здоровьем. Однако, если короткий сон помогает пережить день, тогда стоит немного вздремнуть. Специалист говорит, что 15-45 минут в течение дня – это идеальное время для отдыха с закрытыми глазами. Оно может улучшить память и производительность и снизить утомляемость до вечера. Мне начинает казаться, что итальянцы очень такие продуманные люди в этом отношении. То есть сиеста, по-моему, идеальный вариант для того, чтобы отдохнуть днем и как раз не только от жары, но и восстановить свой режим. Ну, вот спать это понятно, а вот как другие привычки перебороть, как ты думаешь, после Нового года? Ну, там, раскидывать вещи, нежелание что-то делать по дому, потому что праздники. Вот есть такое у тебя? Ну, в целом, все, конечно, упирается в основном в сон. То есть я вот себя вот сейчас перестраиваю. Вот вчера я уже более-менее так лег пораньше. То есть, потому что
позавчера, лег попозже и прям точно не выспался. Ну, в общем, наши телезрители убедились, что мы такие же люди, как и все, поэтому мы вместе с вами боремся с сонливостью и пытаемся вам передать нашу энергию, зарядить хорошим настроением, поэтому оставайтесь с нами. Ну, а прямо сейчас мы расскажем, как бороться с еще одной привычкой, потому что сон — это понятно, это после Нового года всех, а вот если у вас проблемы с другими вещами, например, с уборкой, то прямо сейчас вы узнаете, как навести порядок, ну, как минимум в своем гардеробе. Наверняка вам знакома ситуация, когда кажется, что складывать вещи просто некуда. Заполнен весь шкаф. Возможно, что дело не в том, что вы давно не проводили ревизию, а в неправильном складывании своих вещей. Сегодня мы расскажем секреты, которые помогут вам с бардаком на полках. У каждого из нас есть в гардеробе пара джинс и брюк, но как же их сложить, чтобы они не занимали много места и красиво выглядели на полках? Этот способ легок в исполнении и будет отлично смотреться на полке. Но есть альтернативный способ. Скрутите джинсы или брюки в трубочку. В таком виде одежда займет минимум места, а также это отличный способ для хранения джинс в чемодане. Что же делать с рубашками, на которых не хватило вешалок? Воспользуйтесь следующим советом, и ваша рубашка будет красиво лежать на полке и не создавать визуальный шум. Попробуйте сложить футболки так. Благодаря этому стопки футболок будут выглядеть ровными и аккуратными, а футболка меньше мнется. Но если вы приверженцы вертикального хранения, то используйте следующую методику. Она подойдет тем, кто не боится глажки перед тем, как надеть вещь. Эти советы помогут вам облегчить уборку и помогут придать эстетичный вид содержимого в вашем шкафу. Ледяной город вновь вырос в Харбине, столице китайской провинции Хэйлунцзян. В этом году зимний парк развлечений занял 810 тысяч квадратных метров. На создание скульптур ушло 250 тысяч кубометров льда. На Харбинский фестиваль снежных и ледяных скульптур в этом году приехали сотни тысяч туристов со всего Китая. За 3 дня Харбин посетили 3 миллиона человек. В городе всего 23 отеля и номеров не хватало. За 3 дня туризм принес Харбину доход в $800 тысяч США. Причем гостей привлекает не только ледовый парк. В моде стало переодеваться в костюмы фантастических персонажей и фотографироваться на фоне достопримечательностей. В Харбине для этого выбрали Софийский собор, недействующий православный храм. Люди берут на прокат костюмы, тут же в магазине клиентам делают макияж, а потом начинается фотосессия. На все уходит 2-3 часа. Фотографироваться приходится в сильный мороз. В целом туристическая отрасль в Хэйлунцзяне восстанавливается. В ноябре прошлого года провинцию посетило 27 миллионов китайских и зарубежных туристов. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Фестиваль снежных и ледовых скульптур будет проводиться в месяц. В этом году в тематическом парке представлено 1000 работ. Да, ну, смотря на ледовые скульптуры, представляю сразу, как у нас в Якутске, да, они устроены. Но я так думала, непривычно смотреть на плечи, да. Ну а мы сейчас перенесемся в более жаркие страны. Вот сотни ярко одетых местных жителей заполнили улицы Рио-де-Жанейро в преддверии ежегодного карнавала, который пройдет в городе в феврале. На кадрах, снятых в воскресенье 7 января, участники гуляний танцуют, поют, а также играют на барабанах, трубах и других музыкальных инструментах. Уличный карнавал – это прекрасно, столько в нем радости. Посмотрите на этих людей, веселятся средь бела дня. Это так по-нашему. Как правило, культовый карнавал в Бразилии стартует за неделю до пепельной среды, дня начала католического Великого Поста. По мнению участницы мероприятия Раисы Гусмао, жители столицы начали праздничные шествия на месяц раньше, чтобы заглушить все тревоги, накопившиеся под конец года. Я думаю, что раннее празднование карнавала – это способ заглушить все тревоги, накопившиеся под конец года, размышления о том, каким будет Новый год, чего мы ждем от него. Так что участие в этом событии – способ расслабиться и стать спокойнее. Многие люди в это время в отпуске, и прежде всего это удобно для всех, для самых разных людей, для тех, кто приезжает сюда со всех уголков Рио-де-Жанейро.
Мы хозяева в своем городе, а значит, можем передвигаться по городу, играя и веселясь. Вот здесь квартал полных женщин. Они свободные, счастливые женщины, развлекаются в нашем городе. И это здорово, что мы можем себе все это позволить сейчас. Карнавал в Рио-де-Жанейро – знаменитый костюмированный фестиваль, на который съезжаются люди со всего мира. В 2024 году мероприятие пройдет с 9 по 17 февраля. А мы продолжаем нашей постоянной рубрикой «Пусть мама придет» и спешим познакомить вас с 15-летним Владиславом и его 13-летней сестрой Алины. Очень добрые и открытые дети. Они, как и все, хотят воспитываться в дружной семье. Знакомьтесь, Влад, ему 15 лет, и его сестра Алина, ей 13 лет. Я увлекаюсь пазлами. У меня здесь 4 картины, которые я собирала одна. Ну и также ко мне подбегали дети и помогали их собирать. Ну, большинство я собираю одна, очень часто. Это мое самое любимое увлечение. А в свободное время, если у нас здесь нет пазлов, мы их не получили, не успели, я занимаюсь либо волейболом, либо пенерболом. А какие любимые предметы у тебя в школе? Физкультура. Я люблю спортом заниматься. Раньше ходила на бокс. Брат Алины Влад учится в 9 классе. Я Влад. Люблю заниматься футболом, волейболом. После 9 класса иду в Жатай. Хочу научиться перебирать ходовую часть на машинах. Влад и Алина посещают кружок, где учатся готовить. Они уже знают рецепты нескольких блюд и осваивают новые. Учатся готовить как простые блюда, так и праздничные. В этом им помогает воспитатель. Влад и Алина знают, как сварить макароны, приготовить кашу из разных круп, учатся делать блюда из мяса. И ты прямо руками перемешиваешь, чтобы у нас было нормально. Да, все, молодец. Воспитатели хвалят Влада, отмечая, что он очень хорошо готовит и сразу запоминает этапы приготовления блюд. Алина тоже старается всему обучиться и стать хорошей хозяйкой. Влад очень любит заниматься в спортивном зале. Приходит сюда и Алина. Влад физически крепкий и ловкий. А вместе с Алиной они с удовольствием играют в волейбол. Влад виртуозно владеет мячом. Влад и Алина надеются обрести семью. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров исполнил мечту 17-летнего Алексея в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Мальчик хотел побывать на авиационном предприятии ОКБ Сухого в городе Москва, посидеть в кабине истребителя и пообщаться с опытными пилотами. На кадрах, снятых в субботу, Алексей под руководством летчика-испытателя Сергея Костина изучает аппаратуру истребителя Су-57, примеряет шлем пилота, а после гуляет по предприятию и знакомится с другими самолетами. По словам мамы Алексея, они отправили заявку на участие в акции в прошлом году, а этой зимой Мантуров выбрал открытку с пожеланиями мальчика посетить авиационное предприятие. Мы в прошлом году подали заявку, в принципе, в этом году мы решили, так как последний год, воспользоваться этой ситуацией и подали эту заявку. Думали, что он сказал, что только побывать в кабине, посмотреть, как все происходит, как вообще все устроено. Алексей, в свою очередь, отметил, что конструирование самолетов и полеты давно вызывают у него интерес.
Я бы хотел поблагодарить УКБ Сухого за возможность оказаться на их предприятии, увидеть Су-57, оказаться внутри, увидеть всю аппаратуру и пообщаться с летчиком-испытателем. Действительно огромное спасибо. Этот день я запомню на всю жизнь. Вот, и для меня большая честь оказаться рядом с таким самолетом. Также отдельное спасибо хочу выразить Денису Валентиновичу за то, что выбрал мой шар. И, в принципе, всем тем, кто был причастен в исполнении желаний. Кроме того, Алексей добавил, что от увиденного у него эмоции прямо зашкаливают, так как самолеты в жизни вызывают большое чувство восхищения, чем их фотографии в интернете. Ну, на самом деле, когда понимаешь то, что это довольно такая, скажем так, закрытая информация, и когда ты можешь это все пощупать, причем на довольно ранней стадии, то действительно, эмоции прям зашкаливают. Вот. То есть, конечно, какие-то фотографии в интернете и вот это вот все действительно в реальной жизни, там, в 5 метрах от тебя, это совсем другие эмоции. «Елка желаний» проводится с 2018 года, и за это время были исполнены мечты 107 тысяч ребят. Акция помогает подарить ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Какие потрясающие мечты у наших детей, и здорово, что они исполняются. Вот 8-летняя жительница Южно-Сахалинска Кристина Син посетила поселок Листвянка Иркутской области, чтобы вместе с семьей увидеть озеро Байкал. Мечту девочки осуществил президент России Владимир Путин в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Как это было, посмотрим прямо сейчас. На кадрах, опубликованных в воскресенье, ребенок в сопровождении родителей гуляет по замерзшему озеру и любуется пейзажем со смотровой площадки, не выпуская из рук мягкую игрушку в виде нерпы. «Байкал, привет! Я счастлива! Ура!» — крикнула девочка, ступая на лед. «Байкал, привет!» Программа путешествия включала экскурсию по территории архитектурно-этнографического музея Тальцы, где Кристина прокатилась с ледяной горки, попробовала встать на ходули и приняла участие в состязании по перетягиванию каната. Какие-то ощущения такие хорошие. А рада вообще? Да. Да? А что это у тебя за игрушка? Нерпик. Ты ей тоже решила показать все красоты, которые видишь ты? Да. Во время поездки Кристина также посетила нерпинарий, чтобы увидеть выступление водоплавающих артистов. О других обитателях озера девочка узнала в Байкальском музее сибирского отделения Российской академии наук, рассмотрев некоторые из них под микроскопом. Напомним, 4 декабря 2023 года Путин на выставке в форуме России на ВДНХ присоединился к акции «Елка желаний» и выбрал 3 шара-открытки с новогодними мечтами детей. Кроме Кристины Син, в число подопечных лидера Российской Федерации попали 13-летняя Ксения Мазнева из Санкт-Петербурга, которая хотела попробовать себя в роли телеведущей, а также школьник из Костромской области, пожелавший посетить Эрмитаж. «Елка желаний» проводится с 2018 года, и за это время были исполнены мечты 107 тысяч ребят. Акция помогает подарить ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Потрясающая, мне кажется, акция по своему масштабу, размаху. И вообще, это же так приятно, что все наши известные люди присоединились к ней. Вот сейчас мы лидеров только увидели. Ты бы хотел оказаться на месте какого-нибудь из детей в детстве? Конечно, если бы был еще маленький, я бы написал, если бы какое-нибудь желание, оно исполнилось, я был бы очень счастлив. Волшебное. Да, я призываю всех, кто имеет возможность, время и желание, самое главное, стать настоящим волшебником. Да, о том, как проходит акция в нашей республике, сегодня нам расскажут наши гости. Это специалисты движения первых Самат Шамуратов и Анна Варламова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рада приветствовать у нас в гостях. Расскажите нам, пожалуйста, подробнее, как проходит акция, как можно стать волшебником. Еще раз хочу поприветствовать всех телезрителей. Хочу рассказать о том, что акция была запущена с 15 ноября, и она действует по 28 февраля текущего года. В акции принимают участие в роли мечтателей это дети
особых категорий. Это дети с особыми образовательными потребностями, дети с инвалидностью, дети-сироты, а также дети из семьи членов СВО. Да, помимо этого еще могли подавать заявки это дети, которые проходят длительное лечение. Вот. И в том числе также заявки могли подать дети из вновь присоединенных территорий, это Донецкой Народной Республики, в том числе и Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Вот. Там есть 3 категории желаний. Это материальное, нематериальное и подарок-сюрприз. По последним данным, на вчерашний день было подано 649 заявок. Это не последние цифры, из которых 111 уже исполнено, что очень замечательно. Да. Хотелось бы отметить то, что в каждой заявке это может быть не просто один ребенок, это может быть даже несколько детей. В том числе целая семья, либо дети из определенных организаций. Да? Помимо этого, еще 215 уже взяты на исполнение, что очень приятно слышать. Ну, то есть практически половина уже. Практически половина, да, уже. Ну и если мне память не изменяет, 321 пока еще ждут исполнения желаний. А как исполнители, да, каким образом они выбирают, чье желание можно исполнить? Ну, это на самом деле очень легко. Надо пройти, как было выше сказано, что это сайт. На сайт проходите елкажеланий.рф. Там нужно пройти очень простую, легкую регистрацию, где потребуется только телефон и номер телефона, на который приходит код. Все, регистрация пройдена, и все. И там вы можете уже выбрать мечтателя, и не одного. Можно выбрать даже по фильтру возможность, например, если есть в городе Якутске, или ты, если находишься в другом районе города, республики. То есть это на самом деле все доступно, все очень хорошо там пошагово написано. Там потеряться невозможно, так что очень легко исполнить желание. Ну и категорию тоже можно выбрать в зависимости от своих возможностей. Да, да. А кто уже присоединился к акции из наших лидеров? Ну, из наших лидеров, конечно, в первую очередь Арсений Сергеевич. Находясь в Кремле, он уже исполнил целых 3 желания, так скажем. А здесь у нас эстафету приняла Ольга Валерьевна Балабкина, заместитель председателя правительства республики. И она исполнила мечту мальчику, которого зовут Денис. Ему исполнилось 9 лет. Ей попалось, что Денис подал заявку как подарок-сюрприз. И исходя из интересов, которые указываются, кстати, тоже на сайте, подарили ему спиннинг. Потому что он указал, что он очень любит проводить время с отцом во время рыбалки. Ну, то есть вообще он очень любит выходить на природу. И вот исходя из этого он получил такой очень хороший подарок. И, кстати, его вручили прямо в Доме правительства. Он прогулялся там, его познакомили, провели ему экскурсию. И также еще Ольга Валерьевна передала сладкие подарки для всей семьи. Ну, замечательно, мне кажется, это такая мечта в преддверии, наверное, Нового года, да, успели? Да, это было до Нового года. Сейчас все еще заявки, как вы поняли, да, все еще можно исполнить. Хотелось бы еще в пример сказать, что в участии приняли целые коллективы классов. То есть это 7-я школа, старшие классы, они прямо скинулись и подарили подарок. Вообще, мне кажется, это очень хороший пример. Да. И также 2-я школа, тоже начальные классы. Но в Якутске хотелось бы отметить, что уже не первый год проходит также еще одна акция, она называется «Елка добра». Вот, может быть, многие путаются, вот есть «Елка желаний» и «Елка добра». Чем отличаются эти акции? Ну, хотелось бы отметить, что это очень здорово, то, что проводится уже несколько аналогичных акций. Да, конечно, то, что у нас благополучатели практически одни и те же, есть существенное отличие. То, что в «Елке желаний» он проводится в 2 форматах. Это офлайн, когда определенная организация вывешивает открытки с пожеланиями, да, где сотрудники могут исполнить мечту. Но и также онлайн, что принимает масштабный характер. Для примера могу сказать то, что мечту ребенка из Татинского улуса исполнила жительница из Саратова. То есть она рандомно выбрала ребенка, созвонила с родителями, спросила, как я могу отправить подарок. И родители, и ребенок были настолько удивлены и впечатлены тем, что из другого региона отправляют подарки. В этом-то и есть все отличие, то, что это в 2 разных форматах. И есть возможность выбрать материальный, либо подарок-сюрприз.
Ну, то есть, получается, здесь еще и объединяют Россию, Конечно. потому что из разных уголков можно стать дарителем, ну и также стать тем, кто хочет получить сказочный подарок. Ну, здорово. А какие еще акции движения первых будут реализованы в течение года? Потому что у вас же не только эта акция. Да, на самом деле у нас их достаточно, так скажем, много. В течение года благотворительные акции будут проходить, такие вот, как сейчас проходит российский Дед Мороз. Эта же акция в любом случае повторится уже в следующем году. И в течение года, так скажем, наверное, ежемесячно будет все равно проходить какие-то акции. Ну, то есть можно в курсе себя держать на сайте, ознакомиться. Да, чтобы быть в курсе, можно подписаться на телеграм-канал официальный Движения первых Республики Саха-Якутия, также и на ВК-страницу, где мы постоянно анонсируем какие-либо проекты, акции и различные мероприятия, в которых могут принять участие не только дети, но и взрослые. В том числе и также могут принять участие целые семьи. Ну, очень интересно. Спасибо огромное, что пришли в гости. И, пожалуйста, несколько пожеланий нашим телезрителям. Ребятам хотим пожелать: верьте в мечту, потому что мечты могут исполняться, могут сбываться. Ну а нашим взрослым телезрителям хотим пожелать, чтобы они так же, как и все мы, приняли активное участие в реализации новогодних желаний наших с вами ребят. Да, я тоже присоединяюсь к тому, что все еще можно принять участие как исполнитель желаний. Если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы или какие-то проблемы с регистрацией, мы обязательно вам поможем. Нам можно позвонить прямо к нам в офис регионального отделения Движения первых, и мы с радостью вам будем помогать. Огромное спасибо за вашу работу. В лице вас благодарить хочется всю организацию, потому что это прекрасное движение, прекрасное стремление делать мир лучше и исполнять мечты детей. Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, ну а сейчас мы переходим к самым актуальным новостям и передаем слово нашим коллегам. Далее блок новостей. 80% региональных дорог республики, в том числе 5 ледовых переправ, открыты на сегодняшний день. По грузоподъемности до 30 тонн открыли дорогу в 7 участках на автозимниках Умнас, Булун, Арктика, Яна, Верхояне, Анабар и Лючинская. А до 40 тонн разрешено движение по автозимнику Алдан на участке поселка Хандага, Тыры, Джибарики, Хая. Через реку Лену в участке Хатас и Павловск ориентировочная дата увеличения грузоподъемности до 40 тонн планируется 5-6 февраля. Благодаря устоявшимся погодным условиям, а также проведенной работе подрядной организации, возможно увеличение грузоподъемности ранее намеченных сроков. И у нас 12 января, в пятницу, планируется работа комиссии по определению толщины льда, состояния ледяного покрова. И уже на основании этой комиссии, работы этой комиссии, будет принято решение. Строительство 6 новых объектов водоснабжения планируют завершить в этом году в республике по региональной программе «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году откроются объекты в селах Бердигистях Горного района, Бестях Хангаласского, Алтанцы Амгинского района, в Нюрбе, Алекминске, а также в поселке Батагай Верхоянского района. Как проинформировали в МинЖКХ республики, в рамках соглашения между региональным правительством и ПАО «Сбербанк» также будут поставлены модульные канализационно-очистные сооружения в поселок Чукурдах Алайховского района. В Якутии стартовал уникальный проект «Мобильный хирургический центр». В его рамках бригады медиков будут регулярно выезжать в районные больницы и на их базах оказывать необходимую специализированную хирургическую помощь, а также проводить практические мастер-классы районным хирургам. По информации главы региона, состав бригад будет формироваться по потребностям самих районных больниц. Первый выезд мобильного хирургического центра планируется в Нирингринский район. В частный двор местной жительницы повадилась приходить рыжая лиса. Хозяева подкармливали внезапную гостью в течение месяца сырой печенью, мясом и рыбой. Хозяйка частного сектора заметила на ее шее ошейник. Так стало известно, что она ручная.
Однако ей угрожала опасность, во двор стали забегать бродячие собаки. Переживая за животное, семья обратилась в мини-зоопарк «Зоополис». Сейчас она находится на карантине и ждет своих хозяев. В зоопарке лиса освоилась и даже уже кусается, охраняя личное пространство. Помимо нее в зоопарке живут еще 3 лисы, ну и, конечно же, другие представители фауны, в том числе кенгуру, вороны и выпь. На сегодняшний день насчитывается порядка 100 представителей животного мира. Время карантина проходит 2 недели. Для выявления всех болезней должен пройти инкубационный период. Чаще всего это 2 недели. Она будет у нас здесь находиться, пока либо не объявится хозяин, либо она остается у нас здесь навсегда жить. После карантина попробуем соединить ее с нашими лисами, посмотрим. Если не будут ругаться, она сразу будет с ними жить. Если будут ругаться, мы, грубо говоря, поселим ее как-нибудь рядом, чтобы они к ней привыкали. Ну, то есть запах, поведение, все разное. Вот. Якутские спортсмены примут участие в Кубке России по боксу, который пройдет в Самаре с 15 по 21 января. В весовой категории до 48 килограммов республику представят Михаил Прокопьев, Рустам Дьяконов и Рустам Туприн. В весе до 51 килограмма выступит заслуженный мастер спорта Василий Егоров. Кроме того, в категории до 60 килограммов в составе команды Новосибирской области выступит уроженец Хангаласского района Николай Пшенников. На Кубке могут участвовать боксеры, занявшие по итогам прошлого года с 1 по 4 места на чемпионате России или 1-2 место на первенстве страны. Дополнительные приглашения также получили спортсмены по рекомендации тренерского совета Федерации бокса России. К этому часу это все новости. Хорошего дня! Спасибо большое нашим коллегам. И на этом наш эфир подходит к концу. Но у нас есть еще одно незаконченное дело. Мы сейчас должны вручить наши пригласительные в кинотеатр «Центральный». Вопрос наш в телеграм-канале. Мы принимали ответы. Звучал таким образом. Нужно было дать абсолютно полный ответ. В каком городе родился Иисус Христос? И правильный ответ дала Наталья Борисова. Мы, Наталья, вас поздравляем. Участвуйте обязательно. И у вас тоже будет возможность получить 2 пригласительных. Да, ответов правильных было много, но вот у Натальи был самый полный, самый первый ответ. Поэтому мы ее поздравляем и всем нашим участникам также желаем плодотворного дня, всем нашим телезрителям обязательно тоже. И увидимся уже завтра в нашем эфире. До завтра!